Это Тандыр Медиа. Мы пытаемся добавить хоть немного здравого смысла в этот дивный, странный мир. Меня зовут Дмитрий, всем вам добра. Внезапно начнем выпуск с международной повестки. Из российских СМИ мы узнали, что президент Кыргызстана вылетел в Москву с кратчайшим рабочим визитом. В программе визита рабочий обед с президентом России Владимиром Путиным. Об этой экстренной встрече сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков вот такими словами. Сегодня важный день для российско-кыргызстанских отношений. Во второй половине дня состоится встреча президентов России и Кыргызстана. Президент Джапаров будет в Москве с кратким рабочим визитом. Президенты проведут отдельную беседу, продолжат ее за рабочим обедом. Ожидаем полноформатное и длительное общение глав государств. Уважаемый Сударь Муркажович, очень рад вас видеть. Спасибо большое, что приехали. Я вспоминаю, с каким гостеприимством вы нас встречали, всю нашу делегацию у себя на родине. И мы очень продуктивно тогда поработали. Хочу отметить, что все наши договоренности исполняются. Команда наша работает с обеих сторон, работает активно, интенсивно. И есть результаты этой работы, они отражаются на темпах экономического роста Кыргызстана. И уверен, что и ваш сегодняшний рабочий визит тоже послужит делу развития наших отношений. Я очень рад вас видеть. Добро пожаловать. Информации об итогах этих переговоров на момент записи выпуска не было. Кстати, интересно также, что пресс-служба нашего президента этот рабочий визит никак не анонсировала. Но вот провластные лидеры мнений к вечеру уже начали писать свои предположения о повестке переговоров. По их мнению, речь может идти о поставках топлива. По имеющейся у меня информации, речь идет о превентивных мерах. Понимая возможные риски и влияние ГСМ на цены в экономике, глава государства заранее выходит на уровень таких переговоров, чтобы не допустить дефицита и резких скачков цен на топливо. Такая проактивная позиция означает работу на опережение и защиту интересов экономики и граждан. Ну а что там на самом деле обсуждали два президента, узнаем уже скоро. Или же не узнаем вовсе. Однако президентам есть о чем поговорить и кроме топлива. Международная повестка интересна еще и тем, что Евросоюз окончательно решил наложить санкции на Кыргызстан. И это будет первый случай, когда санкции будут накладываться на страну, которая помогает, по версии Евросоюза, России обходить ограничения. Уже утвержденный очередной 20-й пакет санкций Евросоюза против России впервые включает в себя так называемый механизм против обхода ограничений в отношении третьей страны – Кыргызстана. Об этом сообщают европейские дипломаты и западные СМИ. По данным Reuters, новый пакет включает меры против энергетического сектора, теневого флота, банков, криптосервисов и компаний, связанных с военной промышленностью России. Впервые ЕС планирует применить специнструмент, позволяющий вводить ограничения. Что касается нашей страны, то в ЕС ранее уже говорили о том, что в Кыргызстане отмечается резкий рост импорта товаров двойного назначения, в том числе электроники и оборудования, и вместе с этим отмечался рост поставок такого же оборудования из Кыргызстана в Россию. Засыпать берег Иссык-Куля грунтом и тем самым увеличивать площадь береговой территории категорически нельзя. Об этом в интервью агентству Аки-Пресс сообщил президент Национальной академии наук Кыргызстана Канатбек Абдрахматов. Он прокомментировал вопиющую ситуацию, о которой рассказывал блогер Эртай Исаков. На побережье Иссык-Куля при строительстве пятизвездочных отелей напротив аэропорта Тамчи строители засыпают грунтом береговую линию, тем самым увеличивая площадь территории за счет озера Иссык-Куль. При этом Министерство строительства вчера же попыталось оправдать эти действия, якобы береговая линия не изменится в итоге, а подсыпку ведут, потому что там заболоченная местность. Глава Академии наук напомнил о существовании биосферной территории Иссык-Куля, о существовании закона, который защищает биосферную территорию, и подчеркнул, что закон этот очевидно нарушен.
В законе о биосферной территории указано, что она подразделяется на несколько зон. Там, где начинается строительство, это зона ядра. На ее территории запрещена любая хозяйственная деятельность. Если же застройщики считают, что находятся в буферной зоне, следует учитывать, что и там действуют ограничения. Запрещены создание новых поселений, размещение, эксплуатация промышленных и производственных объектов, вырубка леса, внедрение новых видов растений, способных изменить гидрологический режим и иная деятельность, способная повлиять на экосистему в целом. Но то, что там делается, я не знаю. На это должны обратить внимание, я думаю, в первую очередь законодатели и правоохранительные органы, потому что это явное беззаконие. А мы давайте еще раз посмотрим видео, снятое блогером Эртаем Исаковым. Там есть о чем поговорить. Судя по грубой оценке этого же блогера Эртая Исакова, уже засыпана грунтом береговая полоса длиной около 1000 метров и шириной в 50 метров. Ну и здесь наша непостоянная рубрика «Занимательная математика». Если 1000 метров умножить на 50, то получим 50 тысяч квадратных метров прироста площади территории. А если мы 50 тысяч квадратных метров разделим на 100, то получим 500. 500 соток земли на береговой линии в районе села Тамчи напротив аэропорта. Дальше решать эту задачку я не могу, так как не знаю, сколько стоит 1 сотка земли в этом районе. Те, кто знает, напишите. Мы умножим эту сумму на 500 соток и узнаем, сколько миллионов долларов выиграют застройщики за счет подсыпки грунта на пляж. Тут важно помнить, что на этой территории строятся 5-звездочные отели по поручению президента Садыра Джапарова. Земли для их строительства были выделены государством крупным строительным компаниям. Вот что говорил об этом сам президент Садыр Джапаров в 2024 году. Недалеко от аэропорта Тамчи есть 90 гектаров земли, которые были разделены на 9 частей по 10 гектаров. Там будут построены 9 5-звездочных отелей. Недавно началось строительство одного из них. Я дал задание сдать этот объект в эксплуатацию через 2 года. Приглашаю к этому проекту наших внутренних инвесторов-олигархов. Берите и стройте, но с одним условием. Через 2 года отели должны быть достроены. Еще раз отмечу, эти слова президент Садыр Джапаров говорил в октябре 2024 года. И 2 года с тех пор уже прошли. То есть как минимум по одному из 5-звездочных отелей условия президента выполнено не было. Предполагаю, что речь идет об отеле Хан Тейнери. Капсулу на его строительство закладывал 2,5 года назад председатель ГКНБ Камчебек Ташиев лично. Вместе с ним управляющий делами президента Канабек Туманбаев. Проект грандиозный и красивый, бесспорно. Пока очень далек от своего завершения. Инвесторы ОСО Хан Тейнери International. Сумма инвестиций 160 миллионов долларов. Издание «Кактус Медиа» еще тогда делало материал о том, что известно об этой компании. В частности, выяснили, что один из учредителей Хан Тейнери International – сторонник Садыра Джапарова Абдыманап Бегишев. В очередной уже раз в Кыргызстане официально запущен процесс создания нового государственного гимна. Если раньше основным триггером этой музыкальной реновации был спикер Джигурку Кенеша Нурланбек Тургунбек-Улу, в прошлом Шакеев, то теперь инициативу в свои руки взял глава Кабинета министров Адалбек Касымалиев. Он даже подписал распоряжение об этом. Интересно, получается, раньше никакого распоряжения не было?
Или как это вообще работает, не совсем понятно. В общем, новым распоряжением Адылбека Касымалиева создана теперь отдельная межведомственная комиссия. Возглавит ее госсекретарь Арслан Койчиев. А в состав будут включены депутаты, ученые-филологи, композиторы и тому подобные специалисты. Новый вариант гимна должен быть представлен на рассмотрение парламента уже 1 июня, говорится в распоряжении. Вот вопрос. До 1 июня осталось 5 недель. За 5 недель нужно будет объявить и провести конкурс. Его участники должны будут написать текст и музыку. Затем гимн нужно будет сыграть и записать с оркестром и вокалом. И все это за 5 недель. В общем, это либо опять какая-то утопия, либо новый вариант гимна уже готов и осталось только под него провести конкурс, либо все будет делать искусственный интеллект. Кстати, он тоже неплохо пишет музыку. Вот по моей просьбе искусственный интеллект за 30 секунд написал нечто похожее на государственный гимн Кыргызстана. Sandıkları asman tiregen Manas ruhu çüröktörden öçpögön Göldörün sırdu tabiatın keremet Kırgız elim tübölük eles Но все же мы будем надеяться, что новый гимн Кыргызской республики будет писать не ИИшка, а какие-то выдающиеся композиторы, которые смогут создать шедевр не хуже того, что сделали великие Калый Молдобасанов и Насыр Давлесов. Мэр Бишкека Айбек Джанушалиев снова попытался оправдаться по факту постройки уродливой трехэтажной коробки возле ЦУМа, той самой, которую строила фирма Наримана Тюлеева, и которую теперь она же сносит. Так вот, Айбек Джанушалиев снова уверенно заявил в интервью блогеру Рафгату Строителю, якобы ничего не знал, думал, что Тюлеев строит по проекту, а потом уже выяснилось, что нет. Соответственно, мы утверждаем эскиз, основной проект утвердили, дали на руки. И он всю дорогу утверждает, что да, это будет все именно по проекту. Вот что мы, наши действия, какие должны были? Только ждать. Это же его персональный ответ. Он вкладывает деньги, он строит. Соответственно, он же понимает, что он всю дорогу нам говорит, все будет по проекту. И в декабре вносит, говорит, нет, оказывается, вот я вот так сделал. То есть, со слов мэра, ему якобы только в декабре стало известно, что Тюлеев делает все по-другому. И что ответственность за это должен нести сам Тюлеев. Я тут даже не буду напоминать, сколько месяцев только наше издание рассказывало, что и как там строится, и что все там идет вовсе не по проекту. А сейчас я просто покажу видео агентства «Кактус Медиа», снятое 31 октября прошлого года. То есть как минимум за месяц до декабря, о котором говорит мэр. И обратите внимание на то эмоциональное воодушевление, в котором буквально купаются и Тюлеев, и Айбек Джанушалиев на этом видео. 90-е годы, правильно же? Вот золото, покупка, непонятно именно. Уж андосы. А сейчас вот это центр улицы города, какой вид будет красивый. Нормально. Здесь 3D LED-экраны. Вот эта вся территория, она будет в LED-экранах. То есть Таймс-сквер мы сделаем. В центре столицы активно продолжается строительство масштабного инфраструктурного проекта ОБ-Бишкек. На сегодняшний день завершено около 80% всех работ. 31 октября мэр Бишкека Айбек Джанушалиев посетил строительную площадку, чтобы лично ознакомиться с ходом реализации проекта. Главу города встретил Нариман Тюлеев, который подробно рассказал о текущем этапе строительства, достигнутых результатах и предстоящих задачах. За 30 лет подобные масштабные проекты, даже подземные переходы мы не делали. Но мы сегодня не только подземный переход, это объект с паркингами, объект с торговыми точками. Кто в итоге понес ответственность за эту строительную вакханалию в центре Бишкека? И этот вселенский позор так и осталось непонятно. Мэр Бишкека нет, Тюлеев тоже нет, он вообще исчез из поля зрения. Вместо него сейчас за фонтан отдувается новый персонаж этой трагикомедии, архитектор Ядгар, о котором мы еще будем много говорить в будущем, и которого сейчас покажем
очень вкратце. Снесли полностью основание бывшей металлической конструкции фонтана. Сейчас заполнили грунтом, утрамбовали поверхность. Делается разметка линий контуров всего фонтана, после чего мы начнем выкапывать траншеи под конструкцией фонтана и закладывать все нужные коммуникации. Диаметр центральной 10 метров, глубина будет 80 сантиметров. Вот это получается, это центральная ось всей фонтанной композиции. Отсюда и пойдет вся разметка. Если хотите следить за ходом строительства фонтана, подписывайтесь. Думал, никогда это не скажу. Ну и, кстати, этот же Ядгар и владелец ЦУМа пообещали ивы на фонтан вернуть. И обещали, что постараются высадить максимально большие деревья. Вернемся к новому интервью мэра Бишкека блогеру Равгату Строителю. Он снова пообещал, что трехэтажная коробка будет снесена. Но тут вылезли какие-то новые обстоятельства. В общем, коробка, да, будет снесена, но как-то не полностью. Трехэтажно. Это их решение. Это их решение. Они приняли решение демонтировать в рамках... Полностью уберут? Полностью, да. Полностью. Но там у нас есть такое, что она же связана с подземной эта концепция. И там она на 1,5 метра будет чуть возвышаться над вот этими магазинами. Но и то мы ее там, да, проработали. Там будут проходы, это все. В общем, если кто-то ждет, что на месте медленно сносимой трехэтажной коробки Тюлеева снова появятся прежние клумбы, зеленая зона, которая предусмотрена там охранной грамотой, то нет, ничего такого точно не будет. А будет нечто непонятной пока формы, высотой в 1,5 метра, чуть ниже человеческого роста. В конце выпуска бантик председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев, которого как-то необыкновенно много в этом выпуске, отчитал во время онлайн-совещания акима Айтматовского района Нурланбека Умарова. Картина напоминала урок в школе, когда строгий учитель отчитывает ученика, который в разгар серьезного объяснения темы вдруг начал над чем-то потешаться. Над чем потешался Нурланбек Умаров, история умалчивает, но прилетело ему знатно. Майдан бері жүресіңдер дағы. Біздің мемлекеттік органдар мындай хат жазып тұрып ырғытып қоясыңар болды анан эмне кылсаңар ошо кылгыла деп. Бизден президентибиз урматтуу президентибиз эмне деди эле? Инвесторлор биздин артыбыздан жүгөрбөй, биз инвесторлордун артынан жүгүрүшүбүз керек деп. Дагы жол көңүлүңүздөрдү бурам. Ортобу, чакканбы, чоң ишканабы, инвесторбу көлөмүнө карабай жагдайларды түзүп беришибиз керек. Жерди мына чечип атабыз, батыраак чечкиле. Трансформация кылыш керекпи? Тете ким? Могу ким 3-ряд, 2-чи кабат күлүп аткан? Айтматов. Аким. Сиз эме тойго келдиңизби? Siz toyga geldiniz bende. Ылжылыңдап күлүп отурасыз. Экономикабызда 9-10% кармаш үчүн бизге азыр инвестиция керек, абдан көп инвестиция керек. Ал силерге да керек, урматтуу акимдер, айыл өкмөттөр. Налог түшөт, жумушчу орун түзүлөт. На этом у меня все. Я желаю вам сохранять самообладание и чувство юмора в самых непростых ситуациях. Непременно посмотрите наш выпуск на кыргызском языке с Перизацией Бурхан. Там много тех новостей, о которых я рассказать не успеваю. Для тех, кто готов поддерживать нашу редакцию финансово, вот QR-код. По нему можно пройти на платформу Patreon и там оформить подписку с поддержкой. Для нас это очень важно. Прямая ссылка есть также в описании. Желаю вам мира, терпения и добра.